Я продолжаю писать карту дня на 19 июля. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это у нас будут весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбки. Если вы свой знак не услышали среди названных, тогда вам нужна первая часть. Найти ее очень легко. Под этим видео внизу, под видео, есть ссылочка. Написана ссылка на первую часть. Нажимаете, переходите, и там будут ваши 6 знаков. Всегда у меня еще под видео есть тайм-коды. То есть вы можете сразу смотреть свой знак. Весы. 19 июля, среда. Покажите мне события для весов. У вас будет прибыль. Сразу же выпадает сундук с деньгами. Так что готовьтесь к получению финансов. Общение с друзьями. Друг выпал, дружба. Мешок с деньгами. Но это больше расходы, конечно, чем поступления. Бабочку нельзя. Корабль нельзя. Здесь нет. Получается, у вас всего лишь 3 события. Ну, все 3 хорошие, да, то есть поэтому можно считать день позитивным. То есть карты показывают, что у вас будет прибыль, финансовые поступления, у вас будет общение с друзьями и, возможно, какие-то расходы. Да, может быть, там потратитесь на встречу. Опять же, обычно это какие-то приятные расходы. Иногда показывает и доход. Возможно, у вас даже будет 2 источника дохода. Да, то есть по сундуку и по мешку с деньгами. У кого-то может даже и так проиграется. Так что у вас можно считать день очень даже хорошим. Благодарю за внимание. Перехожу к скорпионам. Скорпионы. 19 июля, среда. События дня. Тайная встреча, тайное свидание. Встреча. Но это больше там какая-нибудь деловая, рабочая встреча. Яблоко, слезы. Яблоко — это еще искушение, да, то есть соблазн, тайна, соблазн. Ну, похоже, действительно слезы, потому что еще выпадает сильное разочарование, печаль, да, то есть вот обидно до слез. Новость, информация какая-то придет. И неприятность. Вот она и причина. Да, то есть переживание слез. То есть будет какая-то неприятность в этот день.
Горизонтали, вертикали нет. Так что, скорпиончики, для вас предупреждение. Карта показывает, что в этот день может быть тайная встреча. Возможно, не нужно ходить на тайные встречи. То есть не надо в тайне что-то делать. Как вариант, это может быть еще тайная встреча от вас. Допустим, кто-то встречается в тайне от вас, и это может открыться информация, да, то есть и вас это расстроит. В общем, тайная встреча, свидание, встреча деловая, разочарование, печаль, слезы, неприятность и новость. Опять же, может быть, новость какая-то придет, да, о том, что ну, какая-то неприятная ситуация произошла, и вы будете расстроены этим. Вот, может быть, еще так. Поэтому надо вот быть осторожным в этот день. Может быть, удастся избежать этой неприятности. Благодарю за внимание. Перехожу к стрельцам. Смотрим, стрельцы. Девятнадцатое июля. Среда, события дня, стрельцы. Покажите мне, что у них за события будут. Сразу же за столе выпадает бокал. Змея. Возможно, на застолье будет змея. Это может быть человек по году рождения змея. Это может быть мед, да, какой-то работник, сотрудник, там, врач. Это может быть еще человек по характеру такой, знаете, с острым языком. Завистники, да, то есть, возможно, кто-то, кто вам завидует. Тайна откроется. Замок, то, что было закрыто, спрятано. Смотрите, и тут же выпадает информация. То есть получение информации. Приходит информация, она открывает какую-то тайну. Секрет какой-то. Может быть, змея вам что-то разболтает. Язык развяжется. Также тема здоровья, медицины будет важна. То есть это посещение поликлиники, больницы, лаборатории может быть. Кстати, это может быть врач. Ну да, видите, и корона выпадает. Да, то есть это представитель закона, власти. Да, то есть врач тоже у нас представитель, можно сказать, закона. Так, смотрим. Ну, вернее, относится к этой категории не представитель закона, а относится к этой категории. Сейчас я проверю еще. Так, дорога еще есть. Дорога. Дорога со змеей. Кстати, дорога и змея, иногда змея показывает сложную дорогу, знаете, такую вот какой-то или серпантин, или когда нужно высоко в горы куда-то ездить, то есть вот иногда еще сложная дорога. Успех. Успех вас ждет. Весь ряд почти. Так, получение какой-то новости, информации, документа, может быть, что-то вы получите по этой карте, да, то есть, возможно, получите информацию о каком-то успехе. Так, ну и здесь у нас нет, получается. Значит, смотрим, выходит в этот день застолье, дорога, успех, получение, общение со змеей, приходит новость, открывается какая-то информация, тема здоровья, медицины будет важна в этот день, и общение с каким-то влиятельным, важным человеком тоже в этот день. Вот такой день у вас интересный, насыщенный событиями получается. Благодарю за внимание, стрельцы. Так, сейчас я все верну на место, и будем мы смотреть козерожек.
Козероги. 19 июля, среда, события дня. Чашка чая, гости. Вы пойдете в гости, к вам придут гости. Луна. Событие, которое повторяется каждый месяц. Или имеет какой-то цикл через определенное количество дней. Так, смотрим, что еще. Якорь. Ну, якорь всегда показывает, что нас что-то держит где-то долго. Болезнь, плохое самочувствие. Да, по Луне, возможно, вот на вас влияет, да, то есть какие-то или лунные циклы, или периодически какая-то болезнь все время возвращается. Так, тут смотрите, два события. Есть цветочек и есть верность. Ага, еще есть ножницы. Так, получается, я делаю ножницы и цветочек, потому что я его увидела первым. Хотя, видите, у меня тут все... Нет, не получается лепить. Я оставляю цветок и ножницы. Ножницы решения вопроса, цветок исполнения желания. Если вы увидели лебедя первого, тогда у вас проиграется верность. Также еще есть деловое общение. Угу. Здесь нет, значит, смотрите, получается у вас в этот день гости, событие, которое повторяется через определенное количество дней. Плохое самочувствие может быть по якорю, что-то вас может держать, не давать вам двигаться. Может быть, еще как вариант с гостями проведете много времени. Дальше решится какой-то вопрос, будет деловой разговор и будет исполнение желания. Так что у вас, в принципе, день, да, много хороших событий. Но парочка предупреждений насчет здоровья. Сильно может Луна, потому что у нас 17 июля новолуние, то есть, возможно, на вас вот будет сильно влиять Луна в этот период. И якорь тоже такое событие не очень приятное, да, то есть якорь он всегда держит. Благодарю за внимание, Козероги, перехожу к Водолеям. Смотрим, Водолей, 19 июля. События дня, среда. Подарочек. Первое событие я увидела. Получите подарок, подарите подарок. Печаль. Разочарование. Верность. Гармоничные отношения в паре или еще там может быть события в паре. Вот смотрите, если события в паре, возможно, вы получаете подарок от любимого человека. И может быть вам подарок не сильно понравится, не знаю.
слезы прям, понимаете? То есть не просто опечалена, вот прям до слез. Так вы будете расстроены. Дорога. Поездка может быть в этот день. Тайная встреча. Значит, смотрите, что получается. Из хорошего гармоничные отношения в паре, подарок, поездка, возможно, свидание. Из негативного, да, то есть это чем-то разочарованный, расстроенный до слез. Тут как бы непонятно чем. Ну, тут можно, да, то есть притянуть это и к подарку недовольны подарком, и, допустим, поездкой можете быть недовольны, да, то есть тут как вариантов много. Может быть, это вообще какая-то еще там третья ситуация. Ну, вот что-то вас расстроит в этот день. Так что, как есть, так я вам и рассказала. Благодарю за внимание. Перехожу к рыбкам. Смотрим рыбки. 19 июля. События дня для рыбок. Рыбки. Дерево, первое событие. И тут также еще есть удача, подкова. Приглашение и удача. Успех. Победа. Венок победителя. Будильник. Будильник показывает всегда, что у вас будет какая-то встреча или какое-то событие на определенное время в этот день. То есть, возможно, вас приглашают к определенному времени куда-то. И ваша задача не опоздать, потому что это предупреждение. Вы можете опоздать. Слезы. Тут могут быть и слезы радости от успеха. Могут быть и слезы разочарования от того, что не успели. Да, если вот все-таки это событие проиграется. Змея. Кто-то с острым языком. То есть кто-то, вот если опоздали, да, то есть обязательно обратить на это внимание. Да, то есть съязвить что-то. Встреча. Видите, выпадает. То есть встреча будет. У вас будет встреча на определенное время. Но здесь, знаете, как у вас выпадает удача, поэтому даже если вы будете опаздывать по часам, скорее всего, что благодаря удаче как-то вот все равно вы успеете. Удача поможет. Ну и плюс вы предупреждены теперь, да, то есть, возможно, нужно больше времени себе давать на дорогу. Так, печаль нельзя. Проверяем горизонтали, вертикали. Друга нельзя. Смотрите, неприятность. Вот вам, пожалуйста, подтверждение. Да, то есть рядом с будильником ложится неприятность. Неприятность будет связана со временем. То есть либо ждете, либо спешите наоборот.
либо что-то кто-то перепутал со временем, допустим, назначили встречу на одно время, потом кто-то что-то напутал, вы пришли, да, вот, не уточнили, пришли в другое время, поэтому тут вот надо вам обязательно в этот день все уточнять, все, что связано со временем. Так, значит, смотрим, что получается. В этот день приглашение. Вас ждет удача, успех, да, вот несмотря на все эти перипетии, видите, все-таки успех и удача будут. Ну, возможно, вот с какими-то сложностями, то есть неприятность, проблема со временем, слезы, встреча и такой острый на язык человек, общение с ним. Возможно, я думаю, что и встреча будет с вот этой змеей. То есть человек по характеру может быть похож, да, вот такой ядовитый характер, змеиный. К таким людям лучше не опаздывать, да, вот может быть так. Может быть еще, знаете, как неприятность, допустим, ехали, да, на эту встречу и что-то забыли, да, то есть приходится возвращаться, вы теряете время, не успеваете, да, из-за того, что возвращались. Поэтому тут вот нужно просто быть внимательнее, аккуратнее, может быть, удастся избежать вот этих событий двух. Так что, да, ну и в итоге, да, то есть вы не будете расстроены, все будет хорошо, так как вы себе там и запланировали. Благодарю за внимание, рыбки, жду вас на своих новых видео.